Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. Стороны обсудили вопросы функционирования топливного рынка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кабинета министров. В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин, говорится в сообщении Кабинета министров. Напомним, что розничные цены на нефтепродукты в России резко возросли. В мае и начале июня они последовательно превысили уровни 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабинет министров принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Товарищества собственников жилья и управляющие компании смогут напрямую просить федеральные субсидии на капремонт у госкорпораций Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это следует из подготовленных Минстроем поправок в действующие правила. Сейчас такие полномочия есть только у региональных властей, система очень сложная. ТСЖ должно обратиться в муниципалитет в регион, который в свою очередь должен изменить краткосрочную программу капремонта и только потом запросить деньги. После вступления в силу поправок Минстроя товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании и уполномоченные общим собранием собственников граждане смогут подать электронную заявку на субсидии непосредственно в фонд ЖКХ через систему «Реформа ЖКХ». Тем временем в Якутии будут информировать граждан о содержании программы капитального ремонта и критериях определения очередности его проведения. Информация о капремонте будет размещаться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, на официальных сайтах Министерства ЖКХ и энергетики Российской Республики, Фонда капитального ремонта, а также путем распространения памяток. Сами граждане также имеют право запросить интересующую их информацию. ЕТЭК завершил отгрузку газоконденсата речным путем. 14 июня от причала Якутской топливно-энергетической компании в поселке Козылсыр отошел последний танкер с грузом газового конденсата для нужд жилищно-коммунального хозяйства республики. Компания выполнила все принятые на себя обязательства по обеспечению топливом объектов ЖКХ республики в отопительный сезон 2018-2019 годов, сообщает в ЕТЭК. Всего в период летней навигации на суда Оленского речного пароходства было отгружено 12 620 тонн газового конденсата. И еще 17 380 тонн поставляются потребителям наземным транспортом. Общий объем инвестиционной программы республики на 2018 год составит 11 миллиардов 728 миллионов рублей. По сообщению министра финансов Валерия Жандорова, общий объем доходов бюджета республики планируется увеличить на 918 миллионов рублей. Из них 846,5 миллионов поступили из федерального бюджета на повышение минимального размера оплаты труда. Кроме того, увеличены межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, увеличены доходы, имеющие целевое назначение, в том числе на возмещение поставщикам электроэнергии недополученных доходов в связи с доведением цен на электрическую энергию до базовых уровней на территории Дальневосточного федерального округа. Отныне средства резервного фонда правительства республики можно будет направлять на финансирование работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Якутии, которые проводятся силами студенческих строительных отрядов и добровольных общественных организаций. Такой документ был представлен министром финансов республики. Представляя документ, Валерий Жандоров отметил, что средства резервного фонда также можно будет направлять на финансовое обеспечение организации летнего отдыха детей, пострадавших от весенне-летнего паводка на территории Якутии. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, поскольку с каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам в России сокращается. Без принятия этой меры ситуация чревата разбалансировкой пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Сегодня Центробанк России должен принять решение об изменении или сохранении ключевой ставки. При этом, по мнению экспертов, вероятность сохранения ставки равна вероятности ее понижения. Принятию первого варианта Центробанк может склонить выросшие инфляционные ожидания и взлет цен на бензин, а ко второму варианту – низкая инфляция и желание быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. Последний раз Центробанк снижал ставку в марте до текущих 7,25%. На апрельском заседании эта ставка сохранилась.
Институт консолидированных групп налогоплательщиков будет ликвидирован с 2023 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Мы приняли решение отказаться в будущем от использования такого института, как консолидированная группа налогоплательщиков. Проблемы этих консолидированных групп не новые, мы их не раз обсуждали, у этого механизма есть существенные недостатки. Прежде всего речь идет о выпадающих доходах региональных бюджетов. При этом мы должны сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил, сказал Медведев. Минстрой России ищет решение проблемы быстрого выхода из строя лифтов. Модернизации или замены ждет четверть всех подъемников в стране. Сегодня их меняют за счет средств собственников жилых домов. Программа ускоренной замены позволяет привлечь на эти цели финансирование из бюджетов городов и регионов, а также кредиты от производителей оборудования. Но этого явно недостаточно. Правительство проинформировано о сложившейся ситуации и тех шагах, которые предпринимаются на различных уровнях по ее решению. А в перспективе планируется совещание на эту тему со всеми заинтересованными участниками, сообщил первый замглавы Минстроя Андрей Чибис. Федеральная налоговая служба готовится начать массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2017 год. Корреспонденция будет приходить гражданам по почте, а также размещаться в электронном виде в личном кабинете налогоплательщиков физических лиц на официальном сайте ведомства. Срок уплаты налогов 3 декабря 2018 года. В уведомление впервые будет включен налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. Он применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ, при этом сведения об этих доходах были представлены в налоговую службу налоговыми агентами. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.